последнее время сельские гостевые дома активно набирают популярность среди туристов. Для нашей республики очень важно создать качественный туристический продукт, который был бы востребован и положительно влиял на имидж целого региона, как территории, благоприятной для развития туризма. Создать такой продукт возможно только совместными усилиями с местными жителями, которые, не выходя из дома, могут получить доход. Семья Цицкиевых в Джейрахе одна из первых открыла гостевой домик. Только за этот год они приняли около сотни туристов из различных стран мира. Для них здесь созданы все условия, ну а кухня состоит исключительно из национальных блюд. Им очень нравится наша местность. Они бывают восхищены горным населением и нашей кухней. В основном нашей кухней, да. Мы стараемся всегда по приезду даже иностранцев готовить национальную кухню. Они всегда очень сильно благодарят, бывают удивлены тем, чем мы питаемся нашей кухней. У меня с Нохой очень хорошо готовят, поэтому у меня проблем с этим не бывает. В разных уголках мира люди списываются, договариваются и затем приезжают не в гостиницу, а в дом к семье. Ингуши же один из самых гостеприимных народов, делится хозяин дома Абдулхамид Цицкиев. Само понятие «гостевой дом» подразумевает, что туристов принимают на правах гостей, предоставляя им комнату в доме, где проживает сама принимающая семья. Цена в таких домах, конечно, в разы ниже. А так как в Джейрахе нет ни предприятий, ни заводов, и такой бизнес для местных жителей придется очень кстати. В планах у Абдулхамида построить отдельно гостевой дом с еще большими условиями для проживания. Я решил построить дом чисто гостевой, двухэтажный. И будем думать дальше, чтобы встречать, провожать, так как они приезжают к нам, остаются в восторге от нашей природы, от нашей жизни, от нашего быта. Стараемся как-то жить. Идею гостевых домов подхватили и в равнинной части Ингушетии. Назир Мистоев специально для приезжих туристов построил целый гостевой дом. Большие светлые комнаты на 2 этажах, просторная столовая, а холл будет украшен башнями. Также Назир планирует каждого гостя знакомить с нашей культурой и обычаями, проводить для них экскурсии по местным достопримечательностям, а их у нас немало. Мы разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть республики, Джейрахский район. Вот, здесь будет у нас вывешена схема полностью с обозначением этих маршрутов, остановок, как бы флажками остановок, и равнинная часть будет включать в себя и крепость, аллею славы, магаз, ну и, соответственно, уже это как бы один маршрут, ну и, соответственно, уже 3-4 маршрута по Джейрахскому району. Ингушетия, безусловно, один из самых живописных регионов страны. В советский период в нашу республику приезжали туристы со всего Союза. А за последние годы наш регион вернул себе былую славу. В начале 2013 года в Джейрахском районе открыли первый горнолыжный курорт Арамхи. Это стало первым шагом к большим достижениям в туробласти. А уже в 2017-м акцент сделали и на развитие сельского туризма. Создана Ассоциация сельских гостевых домов, которая будет продвигать их услуги в регионе и способствовать развитию этого направления туризма. Такой вид туризма, он становится наиболее уже популярным, так набирает обороты. То есть популярность среди туристов, которые хотят отдохнуть именно в горной местности, сельской местности, то есть вдали от цивилизации. И поэтому становится актуальным создание гостевых домов. И в частности, чтобы наладить вот эту работу, создание гостевых домов, в июле этого года создана Ассоциация гостевых домов Республики Ингушетия. Сельский туризм – зарождающийся в Ингушетии сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и прочих ресурсов сельской местности. В ингушских домах за последние годы успели погостить туристы из Англии, США и Бразилии. Но основной интерес к гостевым домам проявляют туристы из южных регионов России. Из Краснодара и Кисловодска также часто едут к нам. Светлана Томова, Магомед Дидиков. Новости 24.